Социальная сфера, конечно, мне кажется, что в социальном плане, если можно говорить, вот этого не хватает, того не хватает, но давайте зрить в корень, да, как говорил Козьма Прутков. Пока у нас на дворе капиталистическое общество, социальная сфера не будет на высоком уровне, потому что даже в капиталистическом развитом обществе, да, если так можно выразиться, уже устоявшемся, возьмем США, возьмем страны Европы, там все-таки богатые отчисляют достаточный процент на содержание вот этой сферы. И я думаю, что в Европе нет такого количества бомжей, как у нас сейчас в России. Нет такого количества детских домов престарелых, опять-таки, как у нас. У нас, видите, еще, видимо, какое-то ментальное отношение к людям беззащитным, к людям старым. Мне кажется, вот в этом плане, да, вот мы затрагивали вопрос культуры. Это очень мощный вопрос культуры. Как мы относимся к детям, как мы относимся к старикам, как мы относимся к инвалидам, к немощным людям, к больным людям. Вот, пожалуй, мы стараемся, что сейчас у нас как? Мы их не замечаем, как мы говорим. Да, у нас у самих по горло проблем. А вот то надо, вот это надо, мне сейчас не до этого. Опять-таки, все упирается в то, что, видимо, в культурном плане этот вопрос не поднимается ни со школьной скамьи, ни с детсада, когда бы надо было, да, закладывать в детей. И вот так вот человек из ребенка вырастает в юношу, в подростка, потом во взрослого человека. И пока сам не окажется в этой ситуации, эта ситуация его не волнует. Конечно, пока я социальную сферу могу подвергнуть только критике. И я пока вот ничего хорошего вообще в структуре, в системе оказания социальной помощи я не наблюдаю, я не вижу, как заботиться. На моих глазах не происходит этого. На глазах моего ребенка и тысячи миллионов других людей мы не видим, как государство заботится о вот этих людях. А вот это вот самом обездоленном, наверное, классе людей. А раз мы этого не видим, то, соответственно, мы понимаем, что, наверное, наша позиция, где-то можем помочь, да, где-то там добрый человек, он пойдет по-соседски поможет, какой-нибудь бабушке, старушке, как мы, например, своей этой соседке помогаем уже больше 10 лет. Но масса людей считает, что это их не касается вообще. Вот как тогда? Правильно, это должно все воспитываться с молодых ногтей. Забота о другом человеке, забота о старости, забота о детях, забота об инвалидах. И прежде всего здесь, я так думаю, немаловажная роль государства, потому что государство на то и создается людьми, чтобы государство защищало их в трудные моменты, в опасные моменты их жизни. А иначе, в общем-то, наверное, будет вот то, что мы видим сейчас. Вот, это, конечно, очень прискорбно. Как раз и хотела отдельно спросить, как живут, по вашему мнению, старики Бурятии, дети Бурятии, инвалиды? Я бы даже, наверное, я, конечно, не могу сейчас вот так сказать про всех, да, что все дети живут там плохо, что все инвалиды живут плохо и все пенсионеры живут плохо. У некоторых есть, безусловно, достаточно хорошая пенсия, особенно если там человек тыловик или участник войны. Слава богу, наконец-то все-таки им на какой-то уровень эту пенсию подняли до уровня зарплаты средней. Но, тем не менее, ведь это же все Ведь все материальной стимуляции ты не сделаешь, правильно? Ведь человек, он на то и человек, вот даже говорит, кошке слово-то приятное скажешь, ей уже хорошо, да, доброе слово. А уж человек-то тем более, он под той как бы рожден, чтобы получать хорошие эмоции положительные, чтобы получать общение.
А если он этого общения не получает, мы же видим, что человек впадает в депрессию. В конечном итоге, посмотрите сейчас про стариков даже, ну, старики там, они много чего прошли в этой жизни, и на их долю выпало очень много трудностей, поэтому они даже, может быть, закаленнее вот, и моего поколения в какой-то мере, и поколения, которое идет после нас. А вот посмотрите, дети, какая проблема сейчас стоит с суицидами? Ведь мы что видим? Это же ведь страшно. Когда раньше там говорили о том, что в Америке школьники убивают друг друга, приходят в школу с оружием и начинают стрелять, просто не умещалось в голове, как это так возможно. Это что должно внутри у человека твориться, чтобы вот пойти вот на такое. А сейчас, пожалуйста, у нас происходит это в России, в Бурятии несколько случаев. Вот, почему дети выпадают то из окна, то еще откуда-то, то там погиб, то здесь. Я считаю, что это опять-таки от отсутствия систематической работы государства именно с этой категорией, именно с детьми. Потому что греха таить, сейчас и образование, и медицина, и воспитание, и культура, да, в конечном итоге вот такие столпы, на которых общество держится, его духовность, все государство от себя свою роль, так сказать, свела практически к нулю. Вот, именно по этим сферам деятельности. Поэтому, конечно, ничего хорошего ждать не приходится. Мы уже видим вот эти вот первые, это только первые ласточки. Когда из школы брали воспитательный процесс. Какой мощный был воспитательный процесс. Мы можем хаять Советский Союз, мы можем говорить, что там было плохо, было хорошо. Не важно, но там была система. Там была система, при которой дети понимали, что такое хорошо, что такое плохо. Сейчас этого нет. Сейчас главный девиз – больше денег, больше материальных благ, больше потребления и ничего взамен. Ничего взамен от себя. Вот мне хорошо, остальные пусть хоть трава не расти. Как там старики, как там дети, как там инвалиды. По большому счету это никого не волнует. То есть мы говорим, если человек добился огромных успехов, пока общество, наверное, пока Вселенная не придумала никакого-то другого нового способа о том, как вот эту социальную сферу сделать. Во всяком случае, раз мы живем при капитализме, то пример других стран, европейских, как я уже сказала, той же Америки, хотя Америку бы я не ставила в пример, потому что там тоже хватает и язв, и корос своих общественных. Но все-таки в этом плане более привлекательна Европа, да? Все-таки же создано это общество для людей. Создано, когда каждому найдется и кров, и крыша над головой, и помощь необходимая, медицинская. Вот. Поэтому, конечно, здесь надо просто брать пример. Мы, к сожалению, берем примеры иногда с тем же ЕГЭ. Мое мнение к ЕГЭ просто сразу однозначно отрицательное. А мы, я считаю, берем вот со Штатов самые плохие примеры. ЕГЭ, еще какие-то вещи, когда отделяем социалку от государства, от образования, ставим на автономные рельсы и говорим о том, что школа сама должна зарабатывать деньги. С медикой, с медициной, с медиками точно так же происходит. Вот эти сферы, они должны, раз они госбюджетные, они должны очень хорошо зарабатывать, люди, которые там работают, для того, чтобы общество видело, что можно спокойно заниматься, идти своим делом. Если что-то, не дай бог, с тобой случится, то государство тебя всегда поддержит. У нас этого ощущения нет, поэтому люди разобщены. Поэтому каждый из нашего общества старается побольше накопить благ для того, чтобы хотя бы вот финансово себя огородить от каких-то неурядиц, от каких-то проблем. Ну, понятно, если все решают деньги сейчас, то что нужно делать? Нужно делать деньги. Вот так, к сожалению, сейчас мы живем. А надо бы не так.